утро. На телеканале «Россия» продолжает «Вести Чувашия». В студии Екатерина Данилова. Здравствуйте. На календаре понедельник, 26 апреля. Сегодня в России отмечается памятная дата – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Именно в этот день, в 1986 году, произошла трагедия на Чернобыльской атомной электростанции. Прошло уже 35 лет. Катастрофа на Чернобыльской АЭС коснулась многих. В ликвидации последствий аварии приняли участие около 600 тысяч человек. Из них почти 2000 – это уроженцы Чувашии. День памяти установлен для того, чтобы отдать дань уважения тем, кто, не задумываясь, рискуя здоровьем, помог предотвратить дальнейшее распространение радиации. Накануне Дня памяти о Чернобыльской катастрофе в Чувашском национальном музее в Чебоксарах состоялась встреча участников ликвидации аварии. Героев-чернобыльцев наградили почетными медалями. Ветераны, в свою очередь, поделились своими воспоминаниями. Обычно после возвращения из Афганистана дают отпуск месяц. Но такого счастья у меня не случилось. Меня буквально на следующий день уже по новой должности пригласили и сказали: давайте завтра летим в Чернобыль. Я почувствовал, как это влияет радиация на человека. Я прошел 1,5 месяца. Для ликвидаторов последствий аварии предусмотрены меры социальной поддержки. Это бесплатные лекарства, лечение. Также им предоставляются жилищные сертификаты. По данным Минтруда Чувашии, на сегодняшний день в республике на учете в органах соцзащиты стоят 967 граждан, пострадавших от радиации. В этом году лишь один из них изъявил желание получить сертификат на жилплощадь. Если бы Ломоносову был знаком чувашский язык, то что бы он сказал о нем? Быть может, назвал бы, скорее всего, языком миролюбивого характера, рассуждал выдающийся деятель культуры, создатель современной чувашской письменности и алфавита Иван Яковлев. Ко дню рождения чувашского просветителя в Новочебоксарске приурочили конкурс, на котором выбрали лучшего учителя родного языка. Конкурс проводится уже более 10 лет. В этом году он проходил в 2 этапа. Сначала заочный. 40 педагогов республики представили презентации своих уроков, методические разработки. Из них во 2-й этап прошли только 7 участников – 3 школьных учителя и 4 воспитателя детских садов. Конкурсанты будут уже показывать уроки. Жюри уже начало их оценивать их работы. Дальше мастер-классы, а дальше уже на сцене заключительный этап республиканского конкурса. Это показ презентации чувашского национального костюма. Решение жюри далось непросто. Победителем стала педагог Большесундырской школы Маргаушского района Надежда Варюхина. У православных начинается Страстная неделя. Это время особой строгости, когда вспоминаются страдания Иисуса Христа. Неделя завершится самым главным праздником – Светлой Пасхой. А по народному календарю сегодня день Фомаиды Медуницы. По преданию, в этот день варили щи по-монастырски, в которые входили щавель, петрушка, лук и картофель. О развитии событий расскажем в наших следующих выпусках «Вести Чувашия». Я желаю вам хорошего дня. Далее прогноз погоды. Оставайтесь на телеканале «Россия».